Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров сегодня принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагентаева. Обсуждены актуальные темы сотрудничества в рамках членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, а также углубление и расширение интеграции на евразийском пространстве. Президент акцентировал, что на сегодня, наоборот, наблюдается усиление препятствий во взаимной торговле внутри Союза. На протяжении последних 7 лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств-членов Союза. Однако следует признать, что они не решаются. Глава государства убежден в том, что приоритетной задачей для всех является создание полноценного экономического союза, и этой цели необходимо достичь в самое ближайшее время. Далее глава государства принял делегацию университета ИНЕНЮ города Малатья во главе с ректором, профессором, академиком Ахметом Кызылаем. Обсуждены перспективы развития услуг по трансплантации органов человека, внедрение высокотехнологичного лечения в организациях здравоохранения, а также принятие комплекса мер, направленных на снижение смертности в Кыргызстане. В ходе встречи глава государства отметил, что граждане Кыргызстана вынуждены выезжать за границу для получения услуг по трансплантации, поскольку в республике нет опыта по пересадке органов человека. Вместе с тем, как подчеркнул президент, несмотря на различные финансовые трудности, система здравоохранения страны располагает высококвалифицированными кадрами, которые стремятся соответствовать развитию мировой науки в области трансплантологии. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров заложил капсулу под строительство жилого комплекса, предназначенного для государственного ипотечного кредитования. Отметим, что открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания» были переданы земельные участки общей площадью 9,64 гектара, расположенные в 11-м микрорайоне города Бишкек. В целях реализации жилищной программы Кыргызской республики «Мой дом 2021-2026» заключено инвестиционное соглашение на проектирование, финансирование и строительство многофункционального жилого комплекса в столице. В рамках реализации инвестиционного проекта государственной ипотечной компании будут переданы 500 квартир. Глава Кабмина отметил, что с 2021 года государственной ипотечной компании из бюджета было выделено более 10 миллиардов сомов. С каждым годом количество людей, нуждающихся в жилье, растет. Только в течение 2023 года 38 209 человек зарегистрировались в очереди на получение жилья. На электронном портале сейчас в очереди стоят около 100 тысяч человек. Из них с 2015 года через ГИК получили ипотеку 9346 человек. Сумма ипотечного кредитования составила 15 миллиардов 808 миллионов сомов. Нашим принципиальным подходом к решению жилищной проблемы народа стало строительство домов. 2,5 года мы занимались строительством школ, восстановлением Баткенской области. Теперь уделяем внимание обеспечению населения жильем. В жилом комплексе будет торговый центр, бассейн, детский сад, школа, спортивный комплекс, подземная парковка, велодорожки. Реализация проекта по строительству комплекса составляет 60 месяцев. Из них 12 месяцев предоставлены для подготовки проектно-сметной документации и их утверждения в соответствующих государственных органах. По факту финансирования ОПГ Камчи Асанбека объявлен в розыск российский предприниматель, владелец компании «Капитал Групп» Тё Павел Владимирович, сообщили в Госкомитете нацбезопасности. По данным комитета, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ, входившего в международную преступную группировку со стороны одного из крупных бизнесменов Российской Федерации Тё Павла Владимировича. Так, Павел Тё в целях получения поддержки и покровительства на территории Кыргызской республики и ведения совместного бизнеса установил связь с представителями криминалитета. При этом оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости на территории Кыргызской республики.
За минувшую неделю с 4 по 10 марта на территории республики выявлено более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Кыргызской республики. Согласно предварительным данным, из них 312 за управление авто без соответствующих документов, 339 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 53 за незаконное затемнение стекол автомобиля, 869 нарушений ПДД с участием пешеходов, 3039 нарушений правил эксплуатации транспортных средств, 9 случаев автохулиганства, 4030 случаев превышения скоростного режима, 4 факта управления транспортных средств с подложными номерами. Кроме того, 13353 факта нарушения других правил дорожного движения. За нарушение ПДД на штрафную стоянку были выдворены 1363 автомобиля. В последние 2 месяца набирает силу группа мошенников, обзванивающих пожилых граждан, звоня им в домашние и сотовые телефоны, убеждая их под разными предлогами и выманивая у них крупную сумму денег. С подобным мошенничеством столкнулись более 50 жителей Чуйской области. Подробнее об этом расскажет моя коллега Айсулу Мурзакова. Последние несколько месяцев пользователи социальных сетей кыргызстанского сегмента жалуются на активность телефонных мошенников. Общая картина такова. Неизвестные звонят на городской номер телефона, представляются сыном, дочери или иным близким родственникам и просят в срочном порядке перевести или отправить через курьера крупную сумму денег. Чаще всего в рассказе фигурирует ДТП или какое-то иное происшествие, из-за чего звонящему грозит опасность. К такому виду мошенничества попала жительница Суклукского района. 1 марта ей позвонили на домашний телефон, подделав голос дочери, попросили собрать деньги и передать через курьера. У меня даже дочь. Сразу я не сообразила, мне плохо стало, как будто я в больнице лежу. Вот у меня машина сбила. Потом у меня муж трубку брал, потом муж трубку положил, потом опять через минуту позвонил домашний телефон, представила женский голос, как будто на адвокат. Вот, и сказала, что мол, ваша дочь виноватая, что она переходила дорогу не там, где надо. И вот этот водитель пострадал, и она пострадала. Потребовали у нас сначала 1 000 000 сомов на лечение дочери и 1 000 000 сомов на лечение водителя. Я сказала, что у меня таких денег нету. Вот. Они потом сказали, мол, тогда сколько есть. Вы знаете, у меня такое состояние было, как будто я под гипнозом. Вот. И она мне говорит, ну вот, тогда сложите вещи в больницу и туда положите деньги. Такси подъедет, таксисту отдадите. По словам потерпевшей, как только она услышала плач своей дочери, она бросилась собирать деньги. Отметим, чаще в таких случаях появляется еще один фигурант дела, так называемый адвокат. В случае нашей пострадавшей позже взял трубку другой человек, который, представляясь адвокатом, обманным путем, включая психологические манипуляции, узнала о семье и о сумме, которых они владеют. В итоге 266 тысяч сомов и 100 евро она собственноручно передала таксисту, которого прислали мошенники. Вот, я подошла, такси подъехал, я подошла, ему сказала, он говорит, куда везти? Я говорю, мне сказали, что вы знаете. Он говорит, да, и он уехал. Вы знаете, у меня такое состояние было, что я не сообразила даже ей позвонить. А потом, когда я уже деньги отдала этому таксисту, потом мне муж говорит, позвони зятю. Я зятю позвонила, он взял трубку, говорит, у нас все нормально, мы все живы, все здоровы. Знаете, мне аж плохо стало. В тот же день мошенники позвонили жительнице Московского района. Работали по вышеуказанной схеме. Отметим, чаще такие мошенники звонят на домашний телефон. И если жертва хочет связаться с кем-то из родных, используя свой мобильный телефон, преступник в это время остается на связи. В общем, ваша дочь виновата. Кроме того, отдел по борьбе с киберпреступностью ГУВД Бишкека в последнее время информирует пользователей социальных сетей о фактах мошенничества через приложение WhatsApp. В отделе утверждают, что этот тип мошенничества возник после последнего обновления мессенджера. Вам поступает звонок с неизвестного номера. Во время звонка вы отвечаете на телефоне, и вам абонент с вами начинает разговаривать на неопределенные темы, отвлекая ваше внимание. После чего звонящее лицо вам говорит, что
вас не видно и просит вас нажать функцию «Поделиться экраном». Вы нажимаете эту функцию. После чего на телефоне звонившего вам высвечивается все, что происходит на мониторе вашего телефона. Также в этот момент вам приходит СМС о том, что якобы вам выслали код подтверждения на одно из ваших приложений, которое связано с деньгами. Это может быть М-банк, Элькарт, Мой.О и прочие другие электронные кошельки. После того, как вы открываете это приложение, злоумышленник может зайти в него так, как он получил ваш код. Тем самым злоумышленники используют ваше приложение против вас. Уважаемые граждане, чтобы избежать подобных инцидентов, не стать жертвами мошенников, вам необходимо быть всегда бдительными и более осторожными, когда вы отвечаете на незнакомые звонки. И когда лица, звонящие вам, просят вас совершить какие-либо действия, манипуляции с вашим телефоном, либо предоставить им какую-то информацию. В случае, если вы стали жертвами мошенников, звоните в милицию. В ГУВД Чуйской области по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Кроме того, преступники используют искусственный интеллект, чтобы обмануть граждан старшего поколения путем искажения голоса как и взрослых, так и детей, оказывая различное психологическое и моральное давление. В настоящее время правоохранительные органы призывают граждан к бдительности. Уважаемые жители Чуйской области, в связи с чем хотела бы попросить, напомнить, что мошенники в основном стремятся теми или иными способами надавить на жертв, то есть торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. В связи с чем при получении любой информации просим сохранять спокойствие, проявлять бдительность, также обратить внимание на достоверность полученной информации, перезвонить пострадавшему родственнику и перепроверить информацию и незамедлительно сообщить по круглосуточному короткому номеру 102. В целях устранения и предотвращения указанного преступления в Государственном агентстве по защите персональных данных открытого акционерного общества «Кыргызтелеком» проведена встреча с представителями Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызстана. Разработан ряд предложений и стратегий по усилению сотрудничества государственных органов и частных компаний, а также мер по предотвращению мошенничества. Айслу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, Чуйская область. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом представителям СМИ рассказали о проблемах выявления и лечения этого заболевания. Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы ранней диагностики и организации лечения до полного выздоровления пациентов. Кроме того, освещена проблема недопустимости стигматизации и дискриминации людей, страдающих от туберкулеза со стороны окружающих. Толкун Тенебекова вынуждена была столкнуться с тяжелым испытанием. Туберкулезом заболели ее 5 детей. Началось все с того, что старший сын заразился, находясь в миграции в 2021 году. После его возвращения болезнь передалась остальным детям. Тенебекова отмечает, что старший сын не знал о своем заболевании. Государство оказывало помощь, предоставляя необходимые лекарства, в то время как международные организации помогали продуктами. Сейчас дети прошли лечение успешно. Оно длилось более года. В процессе борьбы с болезнью мы сталкивались с различными трудностями. Регулярные поездки на анализы в поликлинику и в другом селе были особенно тяжелыми. Однако благодаря нашей настойчивости и поддержке со стороны медицинских специалистов мы справились с этим испытанием. Сейчас, когда дети вылечились, я советую всем, кто столкнулся с подобным, не бояться обращаться за помощью и начинать лечение как можно скорее. Это важно не только для собственного здоровья, но и для предотвращения и распространения болезней в семье и в обществе. По данным статистики, за 2023 год в Кыргызстане было выявлено 4127 случаев туберкулеза. Лидирующими по заболеваемости оказались город Бишкек, Чуйская область, а также южные регионы страны.
В результате проведенных противотуберкулезных мероприятий в рамках 5 национальных противотуберкулезных программ у нас, я как выше говорил, идет постепенное снижение и показатели заболеваемости и смертности. По данным 2023 года у нас заболеваемость по стране составляет 59,4 случаев на 100 тысяч населения, смертность 2,5 случаев на 100 тысяч населения. Туберкулез – это бактериальное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Однако, помимо своего инфекционного характера на заболеваемость туберкулезом, существенное влияние оказывают такие факторы, как нездоровый образ жизни, плохое питание и несоблюдение гигиены. В многих литературах пишется, что основной симптом – это кашель более 2 недель, сопровождение с температурой, ночной потливостью. Да, это классические симптомы туберкулеза. Но есть и некоторые формы туберкулеза, которые протекают бессимптомно. То есть здесь мы должны все свои силы направить для того, чтобы выявить этих пациентов тоже. А так, да, кашель более 2 недель, температура. Температура, причем, знаете, она не такая, как при вирусных, там, условно, 39-40. А температура такая, которая даже человек, может быть, чуть-чуть ощущает дискомфорт. Это 37,5, 37,4, да, мы называем субфебрильная температура. Потеря аппетита и ночная потливость. Вот классические симптомы туберкулеза. Проект «Вылечить туберкулез» активно поддерживает правительство Кыргызской республики в улучшении диагностики и лечения людей с туберкулезом. Благодаря этому проекту укреплены система здравоохранения, ресурсы, инструменты и человеческий потенциал для более эффективной борьбы с туберкулезом в соответствии с международными рекомендациями. Инициатива проекта была направлена на то, чтобы увеличить количество пациентов, у которых выявление туберкулеза, а также его лечение. И не только вовлечение в процесс врачей, эпидемиологов, но и вовлечение в процесс сообщества, да, чтобы сообщество помогало вообще в целом системе выявлять туберкулез, лечить его, сопровождать туберкулез. Потому что мы знаем, что туберкулез – это еще и заболевание, которое вызывает стигму, дискриминацию со стороны окружающих, даже, может быть, населения. Да? Представить, что туберкулезом заболел какой-то человек в каком-то селе, то если, не дай бог, узнает о том, что у него есть туберкулез, то, естественно, все всего будут его избегать. Поэтому вот этот вопрос, проект занимался этим вопросом тоже. То есть изменение отношения окружающих к пациенту, у которого выявлен был туберкулез. В рамках проекта больным с туберкулезом также предоставляется социальная поддержка, включая продукты питания, психологическую помощь и денежные средства. Сымбат Алмазова, Ермек Кадыров, УТРК Чуй. Полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагадиев принял делегацию Корейского агентства международного сотрудничества. На данный момент специалисты этой организации активно участвуют в проекте по укреплению цепочки добавленной стоимости в сфере сельского хозяйства Кыргызстана. Корейские эксперты сообщили, что планируется возведение комплекса по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Полпред Канат Джумагадиев внимательно выслушал инвесторов и согласился предоставить земельный участок для данного проекта в кратчайшие сроки. В Чуйской области в этом году откроется еще 33 предприятия. В случае ввода в эксплуатацию этих заводов будет создано около 13 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время ведется строительство 10 крупных предприятий, таких как текстильная фабрика в городе Карабалта, цементный завод в Высокотинском районе, автозавод Алтын-Тулпар в Московском районе. Моя коллега ознакомилась с полученными показателями на производстве. В прошлом году было открыто около 30 предприятий, которые занимают видное место в промышленном производстве. Это привело к созданию 1000 новых рабочих мест. Наряду с этим выросло количество малых и средних предприятий, а количество новых проектов достигло 300. В области планируется ввести в эксплуатацию 32 новых больших и средних предприятия. Среди них предприятия Аталых в Высокотинском районе. Капитальное вложение 430 миллионов сомов. Предприятие Агрокеджи в Московском районе на 180 миллионов сомов. Предприятие Жар-Птица в Высокотинском районе на 363 миллиона сомов в год производит 45 миллионов яиц.
Например, завод по заморозке фруктов «Кыргызпродукт-центр» в Московском районе. Одно из крупнейших предприятий, открытых в конце прошлого года. Подобная установка по немедленной заморозке фруктов и овощей вводится в эксплуатацию впервые в Кыргызстане. Логистический склад вмещает 4000 тонн фруктов и овощей. А предприниматели могут покупать фрукты и овощи более чем 1000 фермеров по всей стране. Здесь более 16 тысяч разновидностей продукции замораживаются. Кроме этого, они экспортируются. Еще более 1000 предприятиями сотрудничают. Отмечу, еще строятся большие птицефабрики. Будут обеспечены работой 100 человек. Планируется производить 80 миллионов яиц в год. Цех по производству мешков в этом же районе производится 6000 штук в день, что способствует развитию отечественного производства. В настоящее время заказы на мешки для муки и сахара поступают не только изнутри области, но и из отдаленных регионов. Если раньше большая часть потребления привозилась из Казахстана, то теперь предприятие намерено практически полностью обеспечить потребности страны. Мы уже как год работаем и производим мешки оборудования, привезли из Китая и Ирана. В сутки производим 50-60 штук мешков. В планах увеличить объем. В этом году планируется открыть еще 32 предприятия. В случае ввода в эксплуатацию этих заводов будет создано около 13 тысяч новых рабочих мест. В Джаилском районе планируется крупное текстильное предприятие. Были куплены все оборудования. Кроме этого, в Высокотинском районе скоро откроется завод по производству кафеля. Открылся завод «Аталых». Хочу отметить, еще в планах по Чуйской области 68 проектов, которые в планах реализовать. В данное время ведется работа по привлечению инвесторов и созданию для них условий. В частности, под инвестиционные проекты выделено около 674 гектаров земельных участков промышленности. Следует отметить, что в прошлом году между Чуйской областью и рядом зарубежных стран было заключено 12 соглашений. Айслом Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй, Чуйская область. В 2024 году расходы на образование составят более 65 миллиардов сомов, сообщает Минфин. По данным ведомства, в связи с увеличением числа учащихся, расходы на образование в стране ежегодно растут. Наряду с этим была значительно повышена заработная плата педагогов и некоторые категории работников этой сферы. Приоритетными направлениями расходов являются цифровизация системы образования, обеспечение учебниками, а также повышение качества образования. Устойчиво растут расходы на дошкольное, среднее, высшее, дополнительное образование и методические работы, а также повышение квалификации. Выделяется финансирование для учреждений и мероприятий по внешкольной работе с детьми, детским домам, музыкальным школам, специальным детским учебным учреждениям, детским оздоровительным организациям, на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области образования. Резкое падение температуры воздуха в последние дни зимы создало дополнительные проблемы для энергетиков. Для предотвращения возможных перебоев в электроснабжении были приняты меры, включая введение временных ограничений. В Нарынской области удалось избежать отключения электроэнергии, однако ситуация остается напряженной и требует внимания. Житель города Нарын Азамат Умурканов с самого начала придавал большое значение экономии и рациональности в использовании электроэнергии. В период холодов он предпочитал топить печь, чтобы не перегружать сеть. Установленный в его доме умный счетчик также помог предотвратить излишние расходы. С помощью умного счетчика удалось существенно сократить расходы на электроэнергию. Ранее мы тратили от 12 до 13 тысяч сомов в месяц, а теперь максимальная сумма, которую мы платим, не превышает 5000 сомов. В Нарынской области в декабре и январе не произошло превышения лимита на электроэнергию благодаря экономному потреблению абонентов. Это позволило избежать временных ограничений и почти полностью предотвратить отключение электричества. Однако из-за сильных морозов в последние 15 дней потребление электроэнергии превысило запланированные показатели на 3 400 000 киловатт-часов. Начиная с 5 марта начат капитальный ремонт отдельных агрегатов Токтогульской и Учкоргонской ГЭС.
ГЭС, что подчеркивает актуальность энергосбережения. На Токтугульской ГЭС мощность поднялась на 250 мегаватт, на Учкургонской на 45 мегаватт, что привело к снижению нашей мощности на 295 мегаватт. В результате у нас возник дефицит мощности в размере 295 мегаватт. Из-за этого нам приходится проводить импорт электроэнергии. Тем не менее, наши коллеги также сталкиваются со своими проблемами, что отражается на поступлении импорта. В связи с этим мы также проводим ремонтные работы. Завершение капитального ремонта на 2 крупных гидроэнергетических объектах приведет к укреплению энергетической отрасли. Региональные власти несут ответственность за регулирование приема и распределение электроэнергии без потерь. Особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду. В горной местности насчитывается 57 подстанций и 2083 трансформатора, которые планируется обновить и дополнить новыми в текущем году. Трансформатор қойып, ошол жерден бұлар. В местности Сары-Камыш установлен трансформатор, который работает и обеспечивает электроэнергией. Линия электропередач протянулась на 11 километров. В настоящее время село Кенсу полностью обеспечено электричеством. Кроме того, в том же Джумгальском районе, в селе Аккуль, где до недавнего времени не было электроснабжения, в настоящее время проложено более 8 километров воздушных линий электропередачи, и жители села полностью обеспечены электроэнергией. В настоящее время в Нарынской области зарегистрировано 65 870 абонентов, использующих электроэнергию. Это на 5% больше, чем 2 года назад. Появление новых сельских массивов в соответствии с ростом населения указывает на постоянный рост потребностей в электроэнергии в регионе. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК, Нарынская область. Сборная Кыргызстана одержала победу над сборной Люксембурга со счетом 7-3, сообщают в Федерации хоккея Кыргызской Республики. Напомним, вчера, 11 марта, состоялся 2-й тур чемпионата мира по хоккею с шайбой среди команд группы А 3-го дивизиона. Завтра состоится 3-й тур чемпионата, где сборная Кыргызстана встретится со сборной Туркменистана. Напомним, что в стартовой игре отечественные спортсмены уступили Таиланду. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.